Служба началась ранним утром, однако православные продолжают пребывать. Мест для всех здесь не хватает. В числе пришедших и помощник главы республики Даниил Мартынов. После литургии собравшиеся выходят на крестный ход. Совсем скоро, по поручению главы республики, для местных православных региональный общественный фонд отстроит новый собор. На церемонию закладки капсулы собрались официальные лица. Строительством вот таких храмов мы всему миру демонстрируем то, что Россия стала именно тем островом свободы, где каждый мусульманин станет за православного, а православный за мусульманина. Глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров четко и ясно говорит: истинный исламский мир сегодня рука об руку вместе с православием будет в дальнейшем строить великую цель. А наша цель – построение великого российского государства. Видим это братское взаимоотношение. Мы видим, как глава республики заботится о всех людях, проживающих на территории республики, несмотря на их национальность и вероисповедание. Видим мир и покой. И, конечно же, большая благодарность главе за то, что он дает нам такую возможность. Еще одним сюрпризом для православных стала передача на вечное хранение собору мощи Святой Варвары. Настоящим свидетельством подтверждается, что взятая из достоверного церковного хранилища часть мощей Святой Великомученицы Варвары для поклонения верным положена в сей ковчег, который написан, закрыт и опечатан печатью, образ которой прилагается. От имени Рамзана Ахматовича я хотел бы передать это. Спасибо. Строительство храма стало возможным благодаря решению главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Значительную долю в финансировании строительства занимают средства регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова и представителей российского бизнеса. Каждый желающий мог прикоснуться к истории, поучаствовав в церемонии закладки капсулы и первого камня. Даже дети поучаствовали. Конечно, мы будем это всегда помнить и гордиться этим днем. Строительство нового собора – знаменательное событие в жизни не только шелковчан. Порадоваться за них приехали православные со всего Северного Кавказа. Я очень рада за ребят, за девчат, что такую красоту им делают. Это очень приятно даже, очень. Спасибо большое, что Рамзан Кадыров помогает людям. Старый собор представлял собой приспособленное помещение, которое вмещало всего около 35 человек. Условия, что называется, оставляли желать лучшего. Она сама по площади очень маленькая. И когда собирается на такие православные праздники большие, как Пасха, там, на рождение этой церкви 17 декабря, места не хватает. И причем в этом помещении маленьком бывает душно, даже приходится двери открывать, чтобы только свежий воздух поступал. Новый храм рассчитан на 200 православных. На его территории планируют построить приходскую школу и жилье для настоятеля. Перед открытием храм будет выглядеть примерно так. Он будет исполнен в традиционном православном стиле. Место строительства также выбрано не случайно, вблизи озера. Это позволит проводить все необходимые религиозные обряды, в том числе и крещенские купания. Розана Цамаева, Шамиль Саламов и Юсуп Успанов. Новости.